эфире ведет информационная программа «Вести Кудымкар». Студия Надежда Климова. Дженета Медшортемаез Елыш. Не бэглыде тысячислан асланыз вежалун. Порьетанания сие талун. Солалам огурецес, кычам способес да рецептес тедены отир. Парма стадионлан гэгра санимлун. Кыным год сыла тыра. Кудымкарын активный отирас велетиса кыч правильный агижны инициативное бюджетирование шерты проектес, пачкыджика ожланша материалын. Кар администрация антон чулочис инициативное бюджетирование шерты семинар. Это могут сборякада зев колана эд отиршо унажик пондетена участвует на быткоть проектес гижемын. Изначально будем говорить, собственно, о том, что такое инициативное бюджетирование, какие у него есть условия, нормы, правила в крае. Немножко расскажем вообще про теорию инициативного бюджетирования. И основной акцент будет сделан на практике прошлые года, какие были ошибки в заявках и как делать хорошую заявку в этом году. Локтамес ТЦТИСа кыч позже примет на участие Пермский краеш инициативное бюджетирование шерти программан. Примеры звылан виштачиса кычем ошибкес у нас же керен ес проектес аркматика. Основные ошибки, они просты до невозможности. Нечеткое понимание целей проекта. Это, оказывается, очень сложно определить, что мы хотим сделать. Вторая ошибка, мы не понимаем, как из целей сделать набор действий. То есть проект, а у вас закон Пермского края о проектах инициативного бюджетирования. То есть проект – это набор действий. Вот что, зачем нужно сделать, чтобы получить хороший итог. Вот в наборе действий, то есть вот цель и набор действий. Вот эти две вещи, которые дают самые большие ошибки. Тен это акшам вылан вылысы и Данил Четин да Игорь Нишатаев. Зонкаез бурак и взамаш керамаш, аспандашныз заметкаез. Мы участвовали с ребятами в конкурсе проектов студенческих, архитектурно-дизайнерских в городе Пермь. Заняли там первое место со своим проектом. Это остановка драмтеатр. И мы с ребятами решили воплотить в жизнь наш проект, реализовать его с помощью программы, которая действует в Пермском крае по инициативному бюджетированию. Как раз в нашем городе в администрации проводились курсы по проектам инициативному бюджетированию. Мы посетили с ребятами эти курсы, получили новые знания по составлению проекта, по правильному составлению документации к проекту. Какие шаги нам предстоит еще сделать, узнали новые нормы, правила, которые действуют в Пермском крае по как раз инициативному бюджетированию. И теперь мы знаем, что нам нужно сделать, чтобы воплотить в жизнь наш проект. Том мортес озбусувче это вылан не ожлань бы пыртана олана ащинес удж, да корона кариш олыщиса никольчина бокын. Вчера мы были на курсах, поняли, как это сделать, и нужна поддержка населения. Голосуйте за наш проект. Быдеса край почтачула часок вайдас этшем семинар шуоны организаторес. Кыч лыддены участники с этшем программа лообур отцетен, медбы решитны карес да посадес благоустройства он быткодь моггез. Надежда Климова, Александр Рябков, Вести Кудымкар. Локтекат джимлявный карч, отер кучищены лощетны картошки ямес. Кыч кола коштына яма и кычем противопожарной меры скола соблюдайтны, тады смен съемочной группа. Скоро пандача сезон гарения картошка. Прежде чем картошка загорится, и коктанка видны, то вьетны. Эше уна отер виджены картошка да мадик карч ямайзен, сытся буржика да дыржик кольча тулысыч. Чожани локта скаткар пондасковны гарьины картов, но медперва кола лощетны места кытынся пондас тевьины. Николай Баньяндин кучищесни колана удж берда. Ямасы ко вонтны тевки раз, обеззаражить. Сие вонтаны, костюркераны, желательно открытые, но если деревянный, яма стены деревянная, пол деревянный, отжигать кервиса. Сече буржуйка шуштана, кин ведран кера, кин кирпичен тече кругом. И сече костюркераны. Чин нас, вся яма, что бощись. Щеда ты штись. Быд мужиклан асла смог кычкола лощетны вонтны картошка яма. Николай Виштачис да мучалис ащис. Ми раджаме
пол деревянный, сетча керама костер открытая, и сие вон вам куимищ, разница с куим нёль вун, и потом дымовой шашкан. Кыдвиштала Николай ямалонтем коста колабура бюджетны противопожарный правилы с шерн, эдевермас аркман быткоть тыждытан, осков кольны ямаса бюджеттык. Пес сидечема. Проводя из бура, проводя, прошипурят, вот верно, чудес. Правилы зилыш сиджи кашмытаны пожарный охраналан ужалыщес. Тава выламане ямалонтем увья аркмам сотчем. Пожарные звиджаны тедвылан происшествие кыр лонтам ямашань изъем быцен керкус. Пришла пора у нас сушки овощных ям, и уже вызовы приходят на телефон 01 101 и 112. И хотел бы в преддверии этого напомнить жителям, чтобы сохраняли свое имущество и правильно, в соответствии требованиям пожарной безопасности, сушку ям. В первую очередь, конечно, не разводить костры, да, открытым огнем не использовать для освещения, для сушки овощных ям. Использовать нагревательные приборы, конечно же, не оставлять без присмотра. Николай мыв когда кожаин, кыр лонта ашчис яма кашмыты это елыш пожарное зло. Медния эстаждыша и эздумайта, что аркмис сотчем. Коры это чкерны и мадиккеса. Надежда Климова, Александр Рябков, Вести Кудымкар. Уна отер радейтен соло огурцес. Кыч туяне солавны виджета ожланша материалын. Огурцы солалымлан рецептес уна быткажайкалан не аслас. Варвара еще нылочка, но отсачны мамысла кучище чожа да желаньон. Том хозяйка виштащис и мычалы сола огурцы злыш ащис рецепт. Сегодня мы будем готовить малосольные огурчики двумя способами. Для этого нам понадобится огурчики, укроп, листья хрена, стрелки чеснока, листья смородины, мята, зубчики чеснока и самое главное соль. Добавляем листья и стебли укропа. Можно добавить зонтик. Листья смородины. Укладываем первый слой огурцов, предварительно обрезав их. Снова добавляем укроп и чеснок. Покрываем листьями хрена и заливаем рассолом, который делаем так. На литр холодной воды 2 столовые ложки соли без горки. Соль должна полностью раствориться. Заливаем. Через 8 часов огурчики можно кушать. Для второго способа нам нужен простой пакет. В него добавляем травы, укроп, листья хрена, листья смородины. Особенностью этого рецепта является то, что мы сюда добавляем листья мяты. Нарезаем огурчики. Добавляем соль. На 1 килограмм огурцов 1 столовая ложка с горкой. Пакет завязать, через полчаса можно кушать. Приятного аппетита! Наши огурчики готовы, можно пробовать! Надежда Климова, Александр Рябков, Вести Кудымкар. Талунялуна с календарин пасьем кыч день книга любов. Августак мысатлун пасьем календарин кыч небек радейты исчезлан лун. Праздник эти абу официальный, но сия ета бдас отираскадна радейты налыдетны, тедну навильса польза анчулетны проскад. В этот день любители чтения могут обмениваться книгами. Существует флешмоб. Те книги, которые, например, не нужны людям, они могут приносить в библиотеку, если они в хорошем состоянии. Это Людмила Марковна Гурченко «Аплодисменты», где наша великая актриса рассказывает о своем трудном детстве, рассказывает, как она стала актрисой, в каких она фильмах снималась, о годах простоя. Очень интересное издание, увлекательное.
Тоже очень интересная книга, которая запала мне в душу. Это наш известный писатель Виктор Астафьев, который начал свой творческий путь как раз в Пермской области. Это повесть «Веселый солдат», где он рассказывает о том, как он воевал, о тяжелых фронтовых годах и о тяжелых уже послевоенных годах своей жизни. Написана эта книга с юмором, очень легко читается. Это луна поженебный или же пондатный ледетный вильне бэг. Пожевищтачный йортызла интересной книги из Йылыш. Туя вовланы библиотека, медбычулатный проскат, читальный залын. Татыш ужалышес пыр радош ледет исчезла. Невермасатоцетный интересный виль издание скат. Сычетатын лошатыны унабытко тематической выставки, каднаитымаш интересный даты скат датачана отиркат. Сейчас мы работаем по летнему расписанию. С понедельника по пятницу с 10 до 6 вечера, суббота, воскресенье, выходные. Но с 1 сентября у нас, как обычно, будет выходной день понедельник. Все остальные дни мы работаем, и мы ждем вас, наши дорогие читатели. Приходите к нам в библиотеку, читайте. Парма стадион того порядка, как я мыздас вид годча юбилей. 1933 года июнь месяца Кудымкарын велы оштым стадион, мед первосыла ним велом Динамо. Ожла ним свежим быденныслы ыняка тыца Парма выла. Талунялунке же Парма вылын чулочыны вермашем мез уджаланы быткодь секцияс. Суббота алуаш чулотом мероприятие, когда кожналом стадионлан юбилейла да физкультурник лунла. У нас каждый год проходят эти мероприятия, так как это день физкультурника. Сам Бог велел здесь проводить на стадионе это мероприятие, это спортивный праздник. Ну и плюс еще и юбилей, 85 лет. Будут тут легкая атлетика, эстафета, силовые, то есть ребята будут на турниках соревноваться, волейбол играть, теннис. Шахматы, ну шахматы, правда, будут в КДЦ проходить. И плюс у нас здесь будет суперкубок. Вот, то есть Байрам будет играть против Динамо. Всем милости просим, дай Бог, чтобы хорошая погода была. Ну, по прогнозу вроде погода неплохая. Хотелось бы, чтобы побольше людей было. Потому что, ну, стадион, это прежде всего для людей. То есть, когда на стадионе пусто, ну, как будто и жизни нет. Кытшо юралы школа чулотны благоустройства шерты удж медоч вежны стадион лишь вевтас. Для нашего климата, конечно, самый оптимальный вариант – это искусственное поле. Город участвовал в программе 5 лет назад, участвовал, но не смогли, проект не смог пройти госэкспертизу, так как у нас тут затопляет. Ну и слава Богу, потому что вот 2 года назад, помните, какое было наводнение, то есть это поле бы смыло. Надеемся, что вот сейчас на данный момент у нас выпрямили русло, что затоплений не будет. Ну и все-таки мы придем, наверное, к этому, что искусственное поле. Так как уже в крае 80% команд, которые участвуют в регулярных соревнованиях, все играют на искусственных полях. Надежда Климова, Александр Рябков, Вести Кудымкар. И это был Миян Быдас, Аджишлытач.